Добрый день. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Сегодня обзор про луки. То есть, если я до этого показывал, то есть мы с товарищем снимали видео о том, что как мы испытывали лук, наш первый лук, который испытания проходили. Сегодня я решил сделать обзор про все луки, которые у меня на данный момент есть, и маленько охарактеризовать их, процесс их производства, так скажем. Будут потом отдельно видео, потому что я их еще не собрал воедино. Над этим надо сидеть. Сейчас осень, конец октября, пока времени не хватает. То есть один из тех, которых мы всегда любим делать для детей, вот таким образом, такие луки. Но у меня, когда сын маленький научился из него стрелять, как бы хотел более такой серьезный лук. И поэтому я, долго не думая, сделал ему вот такой вот лук. То есть ручка тут такая вот, и купил болты, просверлил вот таким образом. Здесь отшлифовал, и таким образом я сделал лук. Правда, для удобства я сделал специальное место для стрелы. То есть вот таким образом я ему сделал колчан. Вот такие вот маленькие стрелы, 8-миллиметровые, чтобы ему было интереснее стрелять. И вот он вот таким образом берет, то есть хватается, стрелу сюда ставит, натягивает и стреляет. То есть очень удобно. Советую для своих маленьких детишек. То есть этот лук от 3 до 5 лет для своих детей можете вот таким образом смастерить такой лук, чем ежели такой. Ну и такой пойдет, конечно, но он недолговечен. Тут она снимается тетива, то есть как у обычных настоящих луков. Вот. И еще один практически таким образом сделанный. Ну, конечно, вот этот лук я делал для дочери. И он был один из первейших до вот этого маленького детского лука. Дочери моей 7 лет. Вот она стреляет из такого лука. Тоже сплетенная тетива. Тетива снимается. Очень удобно, очень легко. Вот эти реечки я покупал в магазине. То есть тоже отшлифовывал их, тут чуть-чуть убирал, чтобы образовалась гибкость. И можно было без проблем стрелять. Моей дочери нравится такой лук. Она научилась стрелять. И я думаю, в скором, в ближайшем времени будем ей делать более мощную лук. Потому что она уже из этого вырастает. Ну, то есть при стрельбе из лука, когда много стреляешь, рука набивается. Поэтому и уже, скажем, по уровню стрелок становится выше. То есть тоже рекомендую вот таким образом. Ничего сложного. При хорошем старании можно сделать за час, за полтора. Ну, так максимум за 2 часа. Если сильно полениться и так вот делать, то можно 2 часа делать. Вот такой лук. И, конечно, из таких луков деревянных, скажу, сделал ива. Ива сама по себе она очень гибкая, ее легко гнуть. Ну как бы там ни было, вот я сделал такой традиционный лук. И поэтому как бы очень простым образом тоже снимается тетива, то есть гну специальными деревяшками, такими вот, которые делают плечи изогнутыми. Вот. Из них вот такой собрал лук. Стрелял с него 70-сантиметровыми стрелами. И потом решил испытать его на 80-сантиметровой стрельне. И когда тянул, представляете, да, примерно 80 сантиметров, эта стрела вот такой. И вот тут у меня хрустнуло. Поэтому пришлось его потом вот таким образом оформить. То есть это специально капроновая нить, которую обмотал. И ручка такая же. Потом сверху
облил эпоксидным клеем, чтобы он был более такой жесткий. На самом деле он стал жесткий, но деформация, то что вот здесь хрустнуло, она все равно заметна. Ну, так на ближнее расстояние можно стрелять, с него тренироваться. Ну, и в основном это для женщин. Тренироваться, стрелять можно. А для серьезной стрельбы, я бы сказал, этот лук уже не пойдет. Вот. Для серьезной стрельбы это я делал старшему сыну. Даже чуть-чуть есть тут дефект. Но несмотря на это, у этого лука гибкость вот такая вот мощная. Ну, килограммов, скажем, тут может 7-8 килограммов примерно. Может быть и 9 килограммов доходит. Стрелять из него можно. И мне нравится. Сыну тоже нравится. То есть вполне свои функции выполняет. Вот. Вот это оформление сын делал сам. Здесь покраска. Это, если на видео кажется, что это изолента, это глубоко не изолента. Это такая нить разноцветная. То есть кто как говорится, на вкус и свет товарища нет. Кто как может, так и оформляет. И тетива есть, соответственно, тетиву плел на специальном станке. Как плести тетиву в интернете очень много. И разновидностей очень много. То есть, вот я тоже брал в интернете и делал сам тетиву такую. И, конечно, следующий лук, из которого я совершил 400 выстрелов. После 400 выстрелов у меня с одной стороны плечо, то есть рога, которые непосредственно деревянные, она ушла в сторону. Ну, потом я из него, то есть его демонтировал, сделал демонтаж, понял причину, из-за чего она согнулась. Пока об этом ничего не буду говорить. Ну, в последующих видео, думаю, надеюсь, что я раскрою этот секрет. И вот буквально, скажем, в сентябре месяце, так, нет, в октябре в этом же месяце мы ездили на соревнования первый раз. Этот лук прошел соревнования, стрелял из него мой товарищ, который присутствует при испытании первейших луков. И с него он соревновался, стрелял, в принципе, остался доволен, жалоб нет. Вот такой вот. И вот еще один лук такой вот своеобразный, он из клена. Я его сделал первый раз, но и получился он у меня хорошо. Хотя он кажется, что детский, но далеко не детский этот лук. Он очень жесткий в натяжении, и для него нужны специальные, наверное, стрелы. Специальные стрелы я не делал, но достаточно для него 50 сантиметров, и он стреляет очень далеко и четко. Когда стрела вылетает, она вылетает резко и попадает в цель. Ну, тетива, конечно, так пока не серьезная, пробная. И вот тоже ее оформление сделали тоже из капроновой нити, вот такой вот. И этот, как я уже сказал, лук из клена. Первый лук и очень удачный. Хотя я из дерева сделал множество луков, которые в процессе очень много раз ломались. Когда делал рога или натягивал тетиву или делал первый выстрел, в это время каждый лук ломался своеобразно. То есть, и там очень много причин, поэтому я думаю, из дерева еще будем учиться делать луки такие вот, чтобы достойно и чтобы стреляло далеко, и мощность чтобы была, и вообще чтобы четко было все. На соревнованиях участвовал я с ним, с этого лука стрелял. Конечно, лук очень жесткий, я не знаю сколько там килограмм. Если в этом луке где-то 17-18 килограмм натяжения, то в этом луке еще больше. То есть я на следующий день просто не смог встать из-за того, что он такой жесткий. Но расстояние, которое на соревнованиях было на дальность стрельбы 145 метров, он с 80
сантиметровыми стрелами он достал. И этот лук заказали. Он сегодня уходит своему хозяину, обладателю. То есть вот полностью этот лук испытаний прошел. И я надеюсь, он долго прослужит ему при тренировках. Вот таким вот образом мы сделали. То есть я сделал лук, такое вот оформление, обтянул такой кожей, скажем, ну это кожезаменитель, и ручка кожаная, хотя это тоже, наверное, кажется, что изолента, но это не глубоко не изолента, из-за чего она блестит, потому что сверху она пропитана эпоксидной смолой, то есть клеем, поэтому она и блестит. Вот таким образом сделанный лук. Ну, конечно, дальше стараться делать еще луки. Будем снимать видеообзоры, делиться с вами. И вот следующий лук, который я еще не доделал, только начал делать, это тоже не изолент, это капроновая нить такая специально сделана. Поэтому я же даже поближе могу показать. Вот. Еще пока не доделал, то есть вот это все будет доделываться, также отшлифовываться, обшиваться, потом испытываться. То есть будет проходить испытания на стрельбу. Ну, про этот лук я надеюсь, наверное, сделаю отдельный обзор. А вот на этом и все. Подписываемся на мой канал, жмем колокольчик. Всем всего хорошего, всем добра. Ассаляму алейкум.